Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 29 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом 17 случаев зарегистрировано в столице нашей республики, по 2 случая зарегистрировано в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Татинском районах, по 1 случаю в Алданском, Ленском, Чурапчинском и Вено-Пытантайском улусе. Особое внимание хочу обратить внимание на случаи, зарегистрированные в Вено-Пытантайском улусе в связи с тем, что достаточно длительное время сама по себе санитарно-эпидемиологическая ситуация в отдаленном районе Вено-Пытантайском была в целом благополучная. В связи с чем еще раз обращаю всех руководителей оперативных штабов и граждан, что передвижение между районами и, соответственно, возможность проведения различного рода мероприятий, связанная с большим количеством людей, должна быть ограничена, исходя в том числе из чувства собственной безопасности эпидемиологии. Всего с начала пандемии у нас проведено 1 021 999 тестов. За последние сутки протестировано 1856 человек. На настоящий момент в республике достаточно активно идет вакцинация. Всего на территорию республики поступило 110 812 доз вакцины. Вчера поступила и вакцина, которая относится к производителю «Вектора». В течение суток она будет размаркирована и, соответственно, поступит в том числе в поликлиники нашего города. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближаются майские праздники. И, безусловно, сегодня необходимо для того, чтобы все-таки более безопасно себя ощущать на майских праздниках, и вы посетить своих возрастных родственников, пожилых, в связи с чем сейчас приглашаем вас на прививочные участки во всех районах нашей республики. Я напоминаю, что вакцина ставится 2 раза. В связи с этим после первой вакцины должно пройти соответствующий 14 или 21 день в зависимости от вида вакцины, в связи с чем приглашаем вас на вакцинацию, которая будет проведена во всех учреждениях здравоохранения республики, в том числе и в субботу-воскресенье. Ранняя вакцинация именно в эти все 3 дня позволит вам в конце месяца пройти 2-ю дозу вакцинации, в связи с чем более спокойно встретить в семейном кругу и первомайские праздники. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Действительно, мониторинг, который мы проводим, показывает, что достаточно большое количество граждан во многом достаточно расслабились, стали снимать маски и чувствуют какую-то свою определенного рода уже такую мнимую безопасность как таковую. Вирус циркулирует, вирус находится в популяции, поэтому большая просьба очень четко понимать, что мы можем с вами, более молодые, легче переносить заболевания. Для старшего поколения, которое из-за наших действий, того, что мы являемся переносчиками заболеваний, до сих пор находится на режиме самоизоляции. Поэтому давайте все вместе, соответственно, противостоять коронавирусу, начиная от того, чтобы пройти и вакцинирование, которое будет в том числе, еще раз напоминаю, в субботу-воскресенье во всех наших прививочных пунктах на территории республики. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. Движение по участкам дорог Сангар и Кобяй временно закрыли для движения на 2 автозимниках. Снижена грузоподъемность. Капитальный ремонт высоковольтной линии завершили в Вилюйской группе районов. Озвучим объем проведенных работ. Забег в память о подвиге якутян в Великой Отечественной войне. 5-кратная чемпионка России Сардана Трофимова стала амбассадором легкоатлетического пробега вокруг озера Ильмень.
Движение по участкам автодорог Сангар и Кобяй временно закрыли для движения всех видов транспорта. Связано это с ухудшением погодных условий. Проезд запрещен по участкам Сангар, Сите, Батамай, Булус в Кобяйском и Намском районах, а также Ацыма, Бяскюэль, Кобяй, Сангар с подъездом к аэропорту в Кобяйском Улусе. Подрядчик Уйгубы Ян на въездах к автоземникам организовал круглосуточное дежурство. А еще снизили грузоподъемность на 2 автоземниках в Якутии. Теперь ледовая переправа через реку Вилюй и автодороги Эджиген в Вилюйском районе закрыта для проезда транспортных средств весом свыше 20 тонн. В связи с изменением структуры льда понижена грузоподъемность переправы от поселка Джибари-Кихая до Охотского перевоза в Тампонском районе до 10 тонн. Бесхозное строение сгорело сегодня утром в Алекминске. Информация о возгорании поступила в 4:50. Огнеборцы были на месте пожара через 3 минуты. Сгорел бывший детский центр на улице Спасская. Сегодня утром в 4 часа 55 минут в наш адрес единую дежурную диспетчерскую службу Алекминского района поступило сообщение от диспетчера пожарной части города Алекминск о том, что в городе по улице Спасская, 51, произошел пожар одноэтажного деревянного здания 1980 года постройки. Данное здание с 2018 года бесхозное, полностью отключенное от теплоснабжения и обесточенное от электроэнергии. Раньше там находился детский центр. На пожар привлекали 16 человек, 3 единицы техники с пожарной части города и 1 водовозная техника с ЖКХ района. На данный момент пожар ликвидирован. Предварительная причина – неосторожное обращение огнем. Капитальный ремонт высоковольтной линии завершили в Вилюйской группе районов по направлению Сунтар, Нюрба, Верхневилюйск, Вилюйск. По информации западных электрических сетей Якутскэнерго, основная часть ремонта линии электропередачи выполняется в весенний период, так как некоторые участки ЛЭП находятся в труднодоступных местах, а распутица мешает до них добраться. Капитальный ремонт линии проводится для повышения качества электроснабжения потребителей. Работы провели бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского РЭС с использованием 39 единиц спецтехники. Они заменили 73 промежуточные и 24 анкерные опоры. Использовали более 600 кубометров энерголеса. Многодетным семьям могут выделить субсидии на погашение ипотеки. Предлагается уточнить цели кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Законопроект планируется рассмотреть в весеннюю сессию во 2-м чтении. Инициатива расширяет перечень видов ипотечных кредитов, на погашение которых могут предоставить меры поддержки. Льготы могут дать при погашении займов на строительство индивидуального жилого дома, покупку доли в праве общей собственности на жилое помещение или земельный участок, предоставленный для ИЖС. В 203-м микрорайоне столицы начал работу новый детский сад «Звездочка». Он будет принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект сдан еще в декабре 2019 года, но из-за ряда проблем и предписаний лицензию на право ведения образовательной деятельности он не получил. Благодаря вмешательству прокуратуры города Якутска новый детский сад в этом году начал свою работу. В настоящий момент детский сад начали посещать 52 ребенка. Остальные дети проходят медобследование, переходят из других садов. Всего путевки в этот детский сад получили 130 детей. Здесь созданы все условия. Есть кабинеты хореографии, ЛФК, психолога, логопеда и другие. Администрация сада сообщила, что до конца этого месяца все дети, которые получили путевку, уже начнут посещать свои группы. Я родитель, у меня посещает ребенок детский сад данный. Мы очень долгое время ждали открытия данного детского садика, потому что мы нуждаемся в квалифицированной помощи специалистов, педагогов. Очень безмерно, очень рады, что наконец-то он открылся, мы можем его посещать. Здесь созданы все условия для коррекции детей с особенностями в развитии. Ранее где ваш ребенок? Ранее мы то частно, там просто на занятия сами как-то пытались. Это очень тяжело, очень затратно, и родители должны искать специалистов сами. Поэтому очень хорошо, когда в одном месте есть все.
В Доме правительства сегодня наградили организаторов молодежного фестиваля «Мусустар». Грандиозное мероприятие, в котором приняли участие свыше 18 тысяч якутян со всей республики, состоялось этой весной. Отмечено, что фестиваль объединил огромное количество различных направлений и стал крупнейшей площадкой для поддержки творческих, спортивных, бизнес-начинаний молодежи республики. Мы благополучно провели наш молодежный фестиваль «Мусустар». И в рамках проведения данного фестиваля было задействовано очень много министерств, ведомств и наших партнеров. И сегодня мы в торжественной обстановке вручаем всем особо отличившимся коллегам, скажем так, благодарственные письма. У нас есть награды от председателя правительства Республики Саха-Якутия, от организационного комитета, а также от нашего министерства. Также, кроме этого, мы будем награждать наших коллег из Москвы, Питера, Крыма, Владивостока и Татарстана. Пятикратная чемпионка России Сардана Трофимова стала амбассадором второго легкоатлетического пробега вокруг озера Ильмень. Об этом якутский марафонец сообщила на встрече с земляками в постоянном представительстве Якутии в Москве. После триумфальной победы на чемпионате России в Сочи Сардану ждет подготовка к олимпийскому старту. Сборы начнутся уже в мае. По задумке организаторов пробега, чемпионский призыв Сарданы Трофимовой сможет привлечь внимание спортивной общественности не только Новгородской области, но и других регионов. Маршрут пробега составляет сверхмарафонскую дистанцию – 260 километров. Да, я очень рада, что есть такой забег, который напоминает нам историю наших дедов, предков, что они делали для нас, что вот такие пробеги заставляют молодежь задуматься. И вот я очень рада, что мне дали возможность поддержать это движение. Напомним, первый пробег вокруг озера Ильмень провели в августе прошлого года, в год 75-летия Победы по инициативе ветерана спорта Якутии Дмитрия Горохова. Якутяне преодолели дистанцию 264 километра с факелом, зажженным от вечного огня площади Победы Якутска. Очередной пробег будет организован при поддержке правительства Новгородской области, постоянного представительства Якутии и Республиканского совета ветеранов войны и труда. Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.